не дай бог, Грузия вторглась на территорию суверенной Абхазии. Ну, в этом случае это уже не 92-й год. Сегодня Грузия пострадает в разы больше, чем Абхазия. Объясняю почему. Ну, конечно, обычно начинается, вот, как солдат образца 92-го года, скажу, сначала артобстрел, потом пехота. Сейчас же этого нету. Сейчас летательные беспилотники летят, стратегически важные объекты и позиции вражеские, они там обрабатывают налетами, а потом проходит зачистка. Там, таких контактных боев особых нет. Вот, в таких условиях. В этом случае нам не важно, какого ты размера. Мы такой колоссальный ущерб нанесем Грузии в этом случае. Они ближайшие, да никогда в жизни у них в мыслях не будет еще раз напасть на маленькую Абхазию. Ну, например, вот что они могут здесь у нас, какие позиции, какие стратегические объекты? Ну, какие? Никакие. Без электричества мы и так умеем жить. Да, никакие. Только надо будет обезопасить местный, ну, то есть народ, гражданских. Ты сейчас секреты не раскрывай. Не буду раскрывать, это очевидно. Мы в день можем посылать по 1000, мы в течение 10 дней закончим с ними. Мы можем посылать туда, Алхаз, по 1000 беспилотников. Ну, пусть 60% собьют, у них снарядов, наверное, не хватит. У нас географическое расположение нашей республики, наши, в общем-то, сейчас не хочу все говорить, наши горы, наши ущелья, наши пещеры, это все мы используем. В том числе и лабораторию имени Ричарда Лугаро мы сотрем с лица земли. Если Грузия попытается вторгнуться на нашу территорию, есть ли у нас такие возможности или нет, пусть рискуют, а там посмотрим.